Доброе утро! Середина рабочей недели, среда, 24 марта на календаре. Вы смотрите «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Это утро вместе с вами встречаем мы, Екатерина Винокурова и Степан Федоренко. Да, сегодня в нашей программе мы расскажем, как сделать из ребенка настоящего чемпиона. А также расскажем о выдающихся людях, которые внесли большой вклад в развитие нашей республики. Наши коллеги подготовили для вас очередные полезные советы, ну а наш доктор расскажет вам, как избежать заражения ОРВИ. И, конечно, нас ждут интересные гости. Ну а на днях заметно похолодало. Да, что нас, очень заметно. Что нас ждет сегодня, давайте узнаем прямо сейчас. Сегодня в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 25-27 градусов мороза. В Заречной группе 24-36 градусов, в южных 22-27. В Вилюйской группе 29, местами 38, в Нижнеленских 30-33 градуса. В западных 22-28, в Колымы-Дигирской группе 12-28, в Янских 27-29, на северо-западе 31-40 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 25 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем в городе Якутске преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 14-16 градусов мороза. Да, все-таки надеюсь, что это последние деньки такие холодные. Ну, привет зима передает. Ну да, если заглянуть в ту же погоду в телефоне, то на следующей неделе, да уже на выходных. Уже к пятнице, да, заметно должно потеплеть. Так что осталось немного, крепитесь. Ну а чтобы подарить тепло своим близким и родным, мы напоминаем наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. На него присылайте какие-то свои теплые приветы, поздравления для своих родных и близких, а также какие-то интересные, утренние, добрые ваши события и новости. Ну и не забывайте про нашу инстаграм-страницу «Утро Якутии». Подписывайтесь, пишите нам. Ну а ВЦИОМ выяснил отношение россиян к перспективе блокировки Твиттера. И в студии наш новостной обозреватель Василий Радченко, и он расскажет, что показал опрос. Василий, доброе утро. Доброе утро, коллеги. С учетом того, что у нас в стране в принципе очень тяжело и болезненно относятся к блокировке любых сервисов, в этот раз ВЦИОМ выдал неожиданные результаты. 73% опрошенных россиян выразили поддержку Ростехнадзору в этом плане, но только в том случае, если санкции будут применяться, если Твиттер не заблокирует запрещенный контент, к которому изначально и были претензии у Ростехнадзора. Ну, а теперь к главным событиям. Ростехнадзор временно остановил работу 11 объектов в арктической зоне. Это произошло после масштабной проверки соблюдения требований промышленной безопасности на объектах хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов. Мероприятия проводились по указу правительства России. На объекте Норникеля в мае прошлого года произошло ЧП, и после этого начались проверки. В целом проверка выявила на предприятиях 3626 нарушений требований промышленной безопасности. Возбуждено 219 административных дел. Общая сумма штрафов составила 15 миллионов рублей. При этом, как уточнили проверяющие, на устранение нарушений компаниям понадобится гораздо больше средств, чем на выплату штрафов. Участковые избирательные комиссии готовят свои участки к предстоящим выборам главы городского округа город Якутск. Напомним, досрочные выборы стартуют в эту пятницу, 26 марта. Сейчас на 118 избирательных участках проходит подготовка помещений. Большое внимание уделяется соблюдению рекомендаций санитарно-эпидемиологических служб. Так, в общеобразовательной школе номер 25 в Сайсарском округе организовано 2 избирательных участка на разных этажах под номерами 695 и 806. Для удобства и безопасности избирателей входы и выходы для них будут раздельными.
Будут соблюдены все правила, требования Роспотребнадзора. Это дистанция между столами от 1,5 до 2 метров. Конечно же, всем членам участковой комиссии будут розданы средства индивидуальной защиты. Это экраны, это халаты, маски, перчатки. Это, конечно, антисептики. И, конечно же, будут протираться у нас помещения, дезинфицироваться через каждый час-полтора. Входы-выходы будут отдельные. В центральный вход будут входить, и через 6-й вход, это дальше у нас получается, будут выходить. Потому что, чтобы все соблюдено было, чтобы люди не встречались друг с другом. Число случаев укусов клещей выросло почти на 37% в Якутии в 2020 году. Это более 300 обращений. Наибольшее число зафиксировали в Алданском районе – 92, Ленском – 79, Алекминском – 45, Нерюнгринском – 31 случай. Уточняется, что укусы произошли вне населенных пунктов, в необработанной лесной зоне. Отмечается также, что возбудитель болезни передается человеку в первые минуты. Укус клеща обычно не вызывает болевых ощущений и происходит незаметно. Для человека к заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола. Другим темам в Якутске продолжается подготовка к молодежному фестивалю «Мусустар». В спортивном комплексе «Триумф» ставят свет и большие экраны для 3D-проекции концерта Левана Горозия, а также для треков по направлению искусства, бизнес, IT, музыка, журналистика, танцы и другие. Помимо этого, прямо перед спорткомплексом залили каток специально для олимпийской чемпионки Алины Загитовой. По словам организаторов, фестиваль впервые в республике пройдет на таком высоком уровне в плане интерактива и технологий. Напомним, специально для масштабного мероприятия в Якутск также пригласили шоумена Михаила Галустяна, ведущего Антона Камолова и танцора Антона Пануфника. Сейчас монтаж идет в тайминге, мы все успеваем, у нас все замечательно. Как вы видите, сейчас у нас застраивается сцена под концерт Левана Горозии. На улице у нас застраивается каток для выступления Алины Загитовой. И если вы видели, перед входом стоит 5 башен. Эти большие 8-метровые башни – это башни для мэппинга, для нашей 3D-проекции, которая будет венцом нашего кульминационного шоу вечернего. К этой минуте у меня все. Передаю слово коллегам. Спасибо, Василий. Ждем звездных наших гостей в город Якутск. Очень с нетерпением ждем. Большое это событие, Мусустар. Да, действительно. Ну а совсем скоро мы ждем подключения наших коллег, которые уже сегодня находятся в Ленске. Но перед этим предлагаем немножко разминуться и сделать вместе с нами утреннюю зарядку. Доброе утро. Меня зовут Евгений. Я фитнес-тренер. Сегодня мы проведем тренировку на все тело для заряда бодрости на весь день. Начнем с разминки. Первое упражнение – шаг в сторону с подъемом рук вверх. На вдох делайте шаг в сторону и поднимайте руки вверх. На выдох вернитесь в исходное положение. Выполняем 45 секунд. Второе упражнение – поднос бедра. Выполняем 45 секунд на каждую ногу. Меняем ногу. Следующее упражнение – велосипед. Ложимся на спину и поочередно подтягиваем ноги к корпусу, имитируя вращение педалей велосипеда. Выполняем 45 секунд. Следующее упражнение – отжимание с касанием рукой плеча. Поставьте руки шире плеч. На вдох опуститесь вниз. На выдох вернитесь в исходное положение и коснитесь рукой плеча. Выполняем 30 секунд. Следующее упражнение – раскладушка. Сядьте и упритесь руками в пол, вытянув ноги перед собой. На выдох подтяните колени к корпусу. На вдох вернитесь в исходное положение. Выполняем 30 секунд. Хорошо задействуют мышцы корсета и пресса. Следующее упражнение – бёрпи. Встаньте в упор лежа и на выдох
окажитесь в положении приседа. На вдох вернитесь в исходное положение. Бёрпи – это одно из самых тяжелых комплексных упражнений, но в то же время одно из самых эффективных для снижения жировой прослойки и для повышения выносливости. Заключительное упражнение – это планка. Встать в упор на локти так, чтобы ваше тело образовало одну линию. Стоим 45 секунд. Закончили. На этом мы закончили нашу утреннюю зарядку. Всем желаю здоровья, занимайтесь спортом. Желаю хорошего дня. Всем пока. Что ж, доброе утро еще раз всем уважаемым нашим телезрителям. И пришло время включения из города Ленска. Сейчас с нами на прямой связи наш корреспондент Ирина Григорьева. Да, которая расскажет, чем планируют заниматься наши коллеги в Ленске, в этом прекрасном городе. Доброе утро, Елена. Как же вас встретил, Ирина, как же вас встретил город Ленск? Доброе утро, коллеги. Город Ленск только просыпается, но мы уже, команда «Утро Якутии», уже на ногах. Мы сейчас находимся на набережной. Но, отвечая на твой вопрос, Катерина, Ленск нас встретил просто отлично. Впечатление, конечно же, классно. Ну, конечно, вы знаете, что мы приехали с города Мирный, и сейчас мы работаем в городе Ленске. Но погода немножко подвела. Вчера было холодно, минус 33 градуса. Сегодня вроде тепло, ну тоже так морозно. Вот я сейчас нахожусь на набережной. Это, можно сказать, визитная карточка города Ленск. А чем она примечательна? Ну, потому что здесь есть река Лена. И здесь есть одна очень интересная композиция. Я вам хочу о ней рассказать. Это скульптура. Называется «Тройка». Автор Сергей Миронов. Вы знаете, вот этот памятник – это вообще символ, я так считаю, города Ленска. Почему? Потому что здесь изображен лихой ямщик, который вот везет, вот у него сани, и он что-то вот везет, продовольствие, корреспонденцию, вот что-то. И вот запряг таких лошадей, и они прямо с такой энергетикой мощной рвутся вперед, покоряют сибирские дали. Ну, конечно, по автору, по замыслу, значит, скульптора, этот монумент, конечно же, это, можно сказать, дань памяти ямщикам, первопроходцам. Это, можно сказать, особая благодарность, сказать большое спасибо водителям, дальнобойщикам, которые работают и покоряют городские и северные трассы. Но мы же знаем, что Ленский район – это, можно сказать, алмазные врата, да, вот Ленского района. Здесь просто все завязано именно на транспорте. Здесь речной порт, который вот обеспечивает во время навигации продовольствием, товарами алмазный край. И, конечно же, памятник это просто очень символично. Просто я очень рада, что я его увидела. И я даже могу после эфира сделать селфи. Я всем это рекомендую, кстати, всем туристам и всем людям, которые еще не посетили город Ленск. Да, памятник великолепный. Я был в городе Ленске несколько раз. Он прям поражает своей какой-то мелкими деталями такими. Очень красивый памятник. Какие планы, Ирина, у вас в предстоящие 2 дня? Я знаю, что и завтра, в четверг, и в пятницу мы будем подключаться с вами. Насколько обширная, широкая программа у вас? Да, конечно, у нашей команды сплоченные, дружные «Утро Якутии» большие планы, но я очень надеюсь, что мы успеем отснять все самые интересные места, но для нас самое важное показать ленчан. Показать интересных людей, любящих свою профессию, людей, увлеченных своей профессией, любящих свое дело, люди, которые имеют интересное хобби, увлечения. Вот мы вчера побывали, допустим, на старейшем предприятии «Алмаздортранс». Сегодня у нас тоже съемки. Вот с утра же мы уже работаем. Мы посетим храм. Вчера мы приготовили постную еду. Вот, испытанно на себе Руслан все снимал. Сегодня мы, кстати, будем снимать старинные иконы. Я думаю, это будет очень интересно для всех зрителей нашего канала. Но и у нас будет встреча с интересными гостями. Мы попробуем рассказать то, что в наших силах, и максимально все это показать и рассказать для наших зрителей. Я вам желаю доброго утра. Пусть ваше утро будет прекрасным. Всего самого хорошего. Привет из Ленска.
Привет, привет, привет всему Ленску. Я не сомневаюсь, что интересные сюжеты и гости Ленска Да, я ждут думаю, нас там есть что в эти дни. показать и Спасибо, рассказать. Ирина. Спасибо. До встречи, до связи. Очень ждем. Ну а в этот день, 24 марта, родился Гарри Гудини. Знаешь, кто это? Да, знаю, кто это. Иллюзионист, который знаменит тем, что выпутывался из любых каких-то тюрем, из каких-то замков, открывал замки, тюрьмы и так далее. Ну, а какие еще даты и события произошли в этот день, 24 марта, мы узнаем из нашей рубрики «Даты и события». 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом и Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв. Кроме того, сегодня день штурманской службы военно-воздушных сил России. 24 марта – день начала агрессии НАТО против Югославии в 1999 году. Бомбардировки этой страны силами НАТО прошли с 24 марта по 10 июня 1999 года во время войны в Косово. По народному календарю, если к концу марта заканчивались холода, то можно было ожидать теплого лета. 24 марта 1794 года в Польше началось освободительное восстание. Произошло это спустя год после второго раздела Польши между Россией и Пруссией. В 1801 году в этот день вследствие заговора был убит российский император Павел I. Тогда произошел последний в истории России дворцовый переворот. 24 марта 1802 года английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз. Спустя 20 лет, в 1822 году, тоже британец Уильям Чорч первым запатентовал типографскую наборную машину. 24 марта 1882 года Роберт Кох выступил с сенсационным сообщением. Ему удалось выделить бактерию, вызывающую туберкулез. 24 марта 1898 года продан первый американский автомобиль. В 1874 году в этот день появился на свет Гарри Гудини, американский иллюзионист. 24 марта 1891 года родился Сергей Вавилов, советский физик, академик, основатель научной школы физической оптики в СССР. 24 марта 1911 года на свет появился Джозеф Барбера, американский аниматор, художник мультипликации. В 1950 году в этот день родился Александр Буйнов, советский и российский эстрадный певец, актер, композитор и шоумен. Именины в этот день празднуют Василий, Георгий, Ефим и Иван. Доброе утро. Как мы уже сказали, сегодня отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Ежегодно он призван повысить осведомленность об этой болезни и мерах профилактики. В последнее время тема особенно актуальна в связи с двойной угрозой, связанной с лекарственной устойчивостью болезни и последствиями пандемии COVID-19. Ну и об этом мы сегодня будем говорить с нашим гостем, заместителем директора научно-практического центра «Фтизиатрия» Анной Готовцевой. Анна Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот принято считать, что туберкулез – это болезнь бедных, ведущих асоциальный какой-то образ жизни. А что статистика показывает? Так ли это? Да, безусловно, вы правы. В основном туберкулезом болеют ослабленные лица со сниженным иммунитетом, к которым относится данная группа пациентов. Но также есть и группа риска по заболеванию туберкулезом. Это люди с различными заболеваниями. Это бронхолегочные заболевания, сахарный диабет, системные, ВИЧ-инфекции. Да? Они, как правило, стоят на диспансерном учете у своего участкового терапевта и периодически проходят обследование, в том числе и на туберкулез. Туберкулез – это инфекционное заболевание. То есть, если я хорошо питаюсь, у меня нет шансов заболеть, веду здоровый образ жизни, у меня нет шансов заболеть или просто шансы меньше? Да, риски гораздо меньше.
правильно. Анна Ивановна, ну, как известно, ковид поражает в первую очередь легкие, да? То же самое касается и туберкулеза. Насколько это сказалось в ситуации вот с пандемией, да, с заболеваемостью, есть ли какие-то осложненные случаи? И ковид, и туберкулез, чтобы так вот. Да, значит, в 2020 году с началом вот, значит, эпидемии новой коронавирусной инфекции в нашей организации был организован инфекционный блок. Это отдельно стоящее здание, где значит, было организовано лечение больных туберкулезом и сопутствующей COVID-19 инфекцией. Да? Значит, с начала эпидемии и до сегодняшнего дня переболело у нас, прошли лечение 49 пациентов. Но хочу отметить, что заболевание при этом у них протекало в легкой форме. Ни один пациент от коронавирусной инфекции у нас не умер. И, значит, ну, регистрировали случаи обострения туберкулезного процесса. Ну, а расскажите, вот где чаще всего происходит заражение палочкой Коха и какие симптомы должны насторожить человека, чтобы обращаться за помощью, за обследованием? Да, значит, ну, туберкулез поражает все органы и системы, но чаще всего, значит, поражаются легкие. Значит, наиболее опасной для окружающих является, ну, в народе называют открытая форма туберкулеза легких, когда больной человек выделяет микобактерии туберкулеза в окружающую среду с кашлем. Ну, симптомы зависят от того, какой орган поражен. Ну, например, при поражении туберкулеза у больного может быть слабость, да, усталость, может быть небольшое повышение температуры тела до 37,2, да, и, значит, также может быть и кашель, который длится более 2 недель и не проходит, значит, после курса лечения антибиотиками, значит, противовирусными препаратами, противовоспалительными, значит, средствами, да. В этом случае, значит, надо насторожиться и спросить у себя, когда я последний раз проходил ФЛГ-исследование. Да, и если этот срок составляет более года, надо пройти ФЛГ-исследование. Также надо обратить внимание и на своих окружающих, особенно близких окружающих. Да? Может быть, похожие симптомы есть и у кого-нибудь из них. Тогда, ну, тем более надо насторожиться и, значит, обратиться к врачам. Я, кстати, слышал, что, по крайней мере, в 20 веке туберкулез для нашей республики было чуть ли не основной болезнью. Да, для Якутии. Да, действительно, значит, в 20-х годах был, значит, ну, с известными, это как, ну, заболевание социальное с известными факторами, значит, было, ну, всплеск, скажем, да, туберкулезной инфекции не только в нашей республике, но и в целом в Российской Федерации, в том числе и у нас. Ну, как себя можно обезопасить? Какие есть меры профилактики? Вот помимо прохождения того же ФЛГ 2 раза в год, да? Значит, ну, первая профилактика специфическая, да, мы все в роддоме получаем вакцинацию БЦЖ. И здесь я хочу обратиться к родителям. Не отказывайтесь от вакцинации БЦЖ, обезопасьте своих детей от заболевания туберкулезом. Ну и взрослое население, да, ежегодное прохождение флюорообследования. При прохождении флюорообследования мы выявляем не только заболевания туберкулезом, да, но и различные заболевания бронхолегочной системы, такие как, допустим, онкологические заболевания и так далее. Да. Значит, берегите свое здоровье, да, значит, думайте о своем здоровье, заботьтесь о здоровье. То есть флюорографию нужно делать регулярно? Регулярно, каждый год, да. Но вот медицина не стоит на месте, какие-то новые технологии внедряются, да? Как-то они помогают? Стало легче бороться с болезнью, туберкулезом? Да, значит, ну, туберкулез, мы говорим, старая инфекция, да, и возбудитель туберкулеза, он давно известен.
методы исследований, лечения, оно уже достаточно хорошо изучено. В настоящее время есть много эффективных противотуберкулезных препаратов, методов лечения. Да? Тут хочу отметить, вот по статистике, в нашей республике где-то более трети пациентов, которые излечились от туберкулезной инфекции, да, в том числе лечение у них достигнуто хирургическим путем. Это, вырезали пораженный орган, да, удалили. Высокая эффективность хирургического лечения еще раз подтвердила, вот буквально на прошлой неделе у нас была региональная научно-практическая конференция Дальневосточного федерального округа, да, где были представители нашего федерального округа Дальневосточного, да, и они отметили квалификацию наших хирургов. Да. И также на этой конференции было предложено направлять в нашу организацию пациентов из других регионов на лечение именно внелегочной, костной формы поражения туберкулезом, на хирургическое лечение. Да. Сейчас мы работаем над этим вопросом. Ну что ж, Анна Ивановна, спасибо за беседу. Желаем, чтобы меньше у вас было пациентов в вашей клинике. Да, как можно меньше, чтобы болело людей туберкулезом. Будьте здоровы. Отличного вам дня сегодня. Ну а вы, уважаемые телезрители, оставайтесь здоровыми и обязательно высыпайтесь. Да, сон – это лучшее лекарство. Ну а если вам не удается выспаться и к середине рабочего дня вы чувствуете какую-то усталость, то наши полезные советы, надеюсь, вам помогут. Избегайте работы в темных помещениях. В темноте организм начинает вырабатывать гормон мелатонин, также известный как гормон сна, и человек чувствует усталость и сонливость. Добавьте в кабинет свет, откройте окна или включите лампы. Хорошенько взбодриться поможет быстрая ритмичная музыка. Еще лучше, если вы будете слегка подпевать или пританцовывать ей в такт. В обеденный перерыв постарайтесь отказаться от обильной и тяжелой пищи. В противном случае организм бросит всю энергию на ее переваривание, а вы почувствуете усталость и сонливость. Лучше сделайте выбор в пользу фруктов или овощей, или же разбейте свой обед на несколько небольших перекусов. Также можно прибегнуть к акупунктуре, воздействию на определенные точки организма, которые помогут вам взбодриться. Разотрите пальцами ушные раковины, помассируйте нос и виски. Разотрите ладони. А еще можно приготовить энергетический напиток. 3 чайных пакетика заварите в 250 граммах горячей воды. Добавьте 10-15 дрожжей аскорбиновой кислоты. Подождите, пока витаминки растворятся. Добавьте 250 граммов холодной воды, дайте напитку остыть и пейте в течение рабочего дня. Все для шитья. Доброе утро! 24 марта на календаре. Катерина Винокурова, Степан Федоренко. Продолжаем эфир. Да, напоминаем наш наш WhatsApp номер 8 914 273 44 88. Также напоминаем наш адрес в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь на нашу страничку, ставьте лайки и узнавайте интересные новости. Ну а в нашей студии вновь Василий Радченко с актуальными и интересными новостями. Более 45 тысяч якутян получили 2 компонента вакцины от коронавируса. Как сообщили в региональном оперативном штабе, в Якутию поступило почти 58 тысяч доз вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. В том числе вакцина Гам-Ковид-Вак – 56 700 доз, вакцина Эпивак-Корона – 1200 доз. На 23 марта получили первый компонент 55 600, второй – 45 700 человек.
Сегодня весь мир отмечает День борьбы с туберкулезом. Его ввели по решению ВОЗ в честь того, что в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох открыл возбудителя туберкулеза. Это открытие стало первым шагом на пути его диагностирования и лечения. За последние 10 лет в Якутии, по данным официальной статистики, наблюдается снижение показателей заболеваемости. Так, например, если в начале 2000-х на учете в лечебно-профилактических учреждениях региона состояли более 2700 человек, то уже по данным на 2019 год их стало меньше 800. В настоящее время для лечения недуга в регионе применяются самые современные методы лечения и профилактики. В первую очередь контроль ведется за детьми. Но, как правило, значит, проводится флюорографическое обследование населения, это бесплатно, да. Обычно в этот месяц до 24 апреля поликлиники работают и в выходные с тем, чтобы больше народу прошло флюорографическое обследование, так как это является основным методом раннего выявления туберкулеза. У детей проводятся, значит, иммунодиагностические тесты, это исследования на туберкулез. Медицинские работники выходят в организованные коллективы, детские сады, школы, да, чтобы тоже охватить больше детского населения профилактическим осмотром на туберкулез. К другим новостям. 86% топлива для нужд производственных филиалов ГУП ЖКХ Якутии завезено в районы. По словам заместителя генерального директора предприятия, по сравнению с прошлым годом все идет по графику. Правда, есть некоторые отклонения по завозу угля из поселка Джибари-Кихая Тампонского района. Однако коммунальщики обещают, что до закрытия автозимников топливо будет доставлено до пунктов назначения. Некоторую часть грузов отправят в период летней навигации. Таким образом, на сегодня все филиалы обеспечены необходимым объемом топлива для завершения текущего отопительного сезона и начала следующего. Конечно, автозимники у нас из года в год разные. Поэтому там из-за еще Пурги было Средняя Колыма и вот Момская, ну вот эта колымендирская группа из-за Пурги. У нас там где-то стояла техника значительно больше, чем такие средние года. Поэтому есть основания. Но при этом по Средней Колыме мы сегодня добавляем туда автотранспорт, направили дополнительно. Сегодня еще дополнительно едут. Там 36 единиц будет. И, в принципе, есть уверенность, что мы там закроем. Нацбанк сообщает, что годовая инфляция в феврале ускорилась в основной части российских регионов и находилась в диапазоне от 2,5% в Чукотском автономном округе до 9,7% в Республике Дагестан. Факторы были общими для большинства субъектов. Это постепенное восстановление спроса наряду с увеличением издержек производителей, ухудшение эпизоотической ситуации, повышение мировых цен на отдельные товары, снижение урожая некоторых овощей открытого грунта. Геологи провели спутниковый интернет в местах поиска золота и алмазов в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба Ростелекома. Так, специалисты подключили точки доступа в районе поселка Батагай Верхоянского района, на удаленных территориях в передвижных поселках, например, Спокойнинский и других, для специалистов Якутсгеология. Сети спутниковой связи позволили планировать логистику, связывать между собой поисковые группы, оперативно решать рабочие вопросы, а также направлять отчеты в головной офис компании и повысить комфорт участников экспедиции. Собак и кошек бесплатно вакцинируют в Якутске 27 марта и 3 апреля. Животным поставят антирабический препарат Рабикан. Также владельцы могут воспользоваться услугой чипирования с внесением информации в национальный портал о животных «Все звери». Вакцинация пройдет с 10 до 15 часов по местному времени в нескольких десятках ветклиник. С адресами вы можете ознакомиться на нашем сайте в соответственной публикации yak24.ru. К этой минуте у меня все. Передаю слово коллегам. Василий, спасибо. А мы продолжаем. И позвольте зачитать пару приветов, которые пришли на наш WhatsApp номер. Добрый день, новый день. Самые прикольные ведущие Катя и Степа. Сразу настроение поднимается, увидев вас. Спасибо за позитив, юмор и за оригинальные темы дней. Счастья, здоровья всем жителям Якутии. Вам спасибо за добрые слова. Наша команда очень старается для вас. Ну что ж,
Если и вы хотите написать нам хорошие слова в наш адрес или кого-то поздравить, то пишите на 8 914 273 4488. Да, еще позвольте зачитать. Вот сердечно благодарю врачей и обслуживающий персонал больницы по Стадухина 81, где мне провели обследование. Спасибо за старание медсестрам, врачу Альбине Эдуардовне, Соломоновой Ларисе Николаевне, врачу училища лицея для инвалидов, коллективу сотрудников по Зорге 8 за очень хорошее отношение и обслуживание ветеранов и инвалидов. Благодарю врачей Республиканской больницы номер 2. Очень хорошие люди и врачи. От всей души благодарю своих спасителей из второй хирургии РБ-2. Кортина Иннокентия Александровича, анестезиолога-реаниматолога, Борисову Анастасию Игнатьевну, Людмилу Николаевну Игнатьеву, врача с золотыми руками, которая боль мою на себя взяла и сделала мне непростую операцию. Мой низкий поклон им. Ольга Игнатьевна Агафонова передает такой вот привет и поздравления для врачей. Да, спасибо врачам, благодарим за их труд. Ну а специалисты из сервиса «Кнопка» провели опрос среди предпринимателей, чтобы узнать, что же сильнее всего в России мешает развитию бизнеса. С результатами этого опроса, а также с другими новостями из мира экономики нас ознакомит обозреватель Нургуяна Иванова. Большинство российских предпринимателей считают помехами в своей деятельности избыток отчетности, монополизацию рынка, высокие налоги и экономическую ситуацию в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса аутсорсинга бухгалтерии «Кнопка», который был проведен среди 800 владельцев бизнеса в возрасте от 18 до 60 лет. При этом предприниматели в возрасте от 18 до 24 лет не задумываются о получении помощи. Льготы чаще всего хотят получить владельцы бизнеса в возрасте от 35 до 44 лет. Каждый пятый российский предприниматель занимается бизнесом из-за отсутствия других источников заработка. Тем не менее, 60% респондентов нравится иметь свое дело. В продолжение темы. Предприниматели на юге России больше своих коллег в других регионах довольны условиями ведения бизнеса в стране. Им немного уступают жители Поволжья. Доля недовольных пришлась на Дальневосточный федеральный округ, Северный Кавказ и Северо-Западный федеральный округ. В опросе приняли участие 800 владельцев собственного бизнеса со всей России в возрасте от 18 до 60 лет. Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край стали самыми востребованными регионами для переезда ради карьеры. Примерно каждый шестой россиянин готов переехать в Москву из-за работы, сообщили в Роструде. Далее по предпочтению к переезду следуют Республика Крым, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Красноярский край, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Новосибирская область. Всего, по данным портала «Работа в России», порядка 300 тысяч соискателей готовы рассмотреть возможность переезда в другой регион при трудоустройстве. Нашего утреннего эфира наша постоянная уже рубрика «Якутия. 20 лет в 21 веке». Мы продолжаем рассказывать об интересных фактах, успехах, которые произошли за 20 лет нового тысячелетия в нашей республике. И на этой неделе мы продолжаем говорить о развитии культуры. Сегодня речь пойдет о первой в Якутии библиотеке будущего. Первая в Якутии смарт-библиотека начала работу 1,5 года назад в Якутске. Это не просто хранилище книг и место для чтения. Новая библиотека – это центр творчества и образования. Здесь можно бесплатно получить новые навыки на курсах программирования, 3D-моделирования, научиться снимать и монтировать клипы, фильмы, видеоблоги, играть на музыкальных инструментах. В библиотеке проводят лекции, концерты, показы якутских фильмов и театрализованные представления. В смарт-лаборатории вас научат создавать игры для мобильных телефонов, а в театральных кружках красиво говорить и двигаться. Кроме того, с развитием новых технологий в Якутии растет популярность электронных библиотек. 2 года назад читатели запросили в Национальной библиотеке Якутии 62 тысячи электронных книг.
А в прошлом году сотрудники библиотеки выдали почти 3 миллиона книг в цифровом формате. Спрос вырос почти в 50 раз. Ну, как видим, несмотря на обилие поисковых систем и доступности интернета, библиотеки не теряют популярности. Да, очень надеемся, что библиотеки будущего, так называемые смарт-библиотеки, в скором времени появятся во всех поселках, отдаленных районах нашей республики. Да, национальная библиотека Якутии уже сегодня можно использовать все, у кого есть доступ в интернет. А вот еще один интересный факт. На днях 21 марта свой 80-й по счету день рождения отметила Люлия Николаевна Григорьева, известный якутский общественный и политический деятель. Несмотря на возраст, Люлия Николаевна продолжает трудиться на благо республики и принимает участие в общественной и политической жизни Якутии. Как это у нее получается? Своим секретом Люлия Николаевна поделилась с нашими коллегами. Утро одной из легендарных женщин-политиков Якутии Люлии Николаевны Григорьевой начинается со скандинавской ходьбы. По проторенной дорожке вокруг дома, бережно расчищенной супругом. Вот почти 5-й год вокруг своего двора. Старик специально подметает, чистит. Я сейчас вот за это время, пока я походила, 2 килограмма похудела. Сразу чувствуется, как-то вот легко стало. Я песни учу, когда вот так хожу. Уже 2 песни наизусть знаю. Люлия Григорьева – известный советский партийный, государственный и общественный деятель. Талант руководителя, энергия, духовная сила и знания грамотно переплетаются в личности Люлии Николаевны. Все это она всецело посвятила родной Якутии и народу. Казалось бы, помимо активной общественной жизни, времени ни на что другое у нашей героини не остается. Однако мы своими глазами убедились в том, что ее энергии и воли хватает не только на работу. Вот 3 теплицы. Вот это, которая напротив стоит, я обычно для огурцов использую. А там дальше пойдешь, для перца отдельно, для помидоров отдельно. А там сбоку 60 кочанов капусты садим. Всю зиму только этим. Может, и поэтому я похудела. Сегодня, находясь на должности председателя Высшего совета старейшин республики, Люлия Николаевна продолжает проводить огромную работу по поддержке ветеранов войны, тыла, труда, пенсионеров республики. До сих пор она остается для нас примером. Очень многое, что было сделано в период руководства Люлии Николаевны Верховным Советом, да, они сегодня продолжают существовать в государственно-правовой действительности нашей республики. И даже можно сказать, что модель Государственного собрания Илтумын республики, преемником которого является Верховный Совет 12 созыва, как раз создавалась в период руководства Люлии Николаевны. Среди многочисленных наград лучшей ее наградой, конечно, является общественное признание и уважение за ее благородный труд. Сегодня этой активной, энергичной, сильной женщине 80 лет. Люлия Николаевна считает себя счастливым человеком. Действительно, я сегодня счастливый человек. 80 лет жить – это надо над собой заниматься. И в деловом плане, и в личном плане. И иметь культуру здоровья. Вот если 3 фактора будут, мы до 100 лет будем жить. Если нас дети будут любить, и молодежь будет на улице здороваться, то мы будем жить еще дальше. Желаем Люлии Николаевне крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, исполнения всех намеченных планов и дальнейших успехов в ее неоценимом труде во благо родной республики. А к знаменательной дате Люлии Николаевны Григорьевой Якутский музей имени Ярославского открыл выставку «Высшее счастье. Честное служение народу» называется она. Так что при возможности обязательно посетите. Будет она идти на протяжении ближайшего месяца точно. Ну, наверное, каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок вырос и стал чемпионом в чем-то.
Закладывать тягу к спорту необходимо в детстве, но, понимаешь, вот, Кать, как-то весь вопрос в том, правильно определить направление. Да. Отдашь в борьбу, а он на самом деле дзюдоист, я не знаю. Или отдашь в баскетбол, а он хоккеист. Да, или борьбой хочет заниматься, да, или должен заниматься. Теперь у россиян есть возможность выяснить, к какому же виду спорта предрасположен их ребенок. Об этом в нашем следующем сюжете. Представляем автоматизированную систему инновационного спортивного тестирования «Стань чемпионом». Это программно-аппаратный комплекс для выявления предрасположенности к занятию теми видами спорта, в которых дети смогут достичь высоких спортивных результатов. Комплекс «Стань чемпионом» использует современное отечественное оборудование и уникальный алгоритм, учитывающий более 150 различных показателей состояния и развития организма человека. Исследуется функционирование основных систем организма, психофизиологические характеристики, морфофункциональные особенности, уровень развития физических качеств и двигательных навыков человека. Система размещается в едином мобильном модуле, не требует подключения к сети интернет и прямо на месте выводит рекомендательный отчет по выбору видов спорта. В рамках тестирования удобно фиксировать, обрабатывать и хранить статистику по выполнению нормативов ГТО. С момента запуска проекта спортивное тестирование уже прошли десятки тысяч детей в возрасте от 6 до 12 лет в 8 регионах страны. Все оборудование комплекса сертифицировано, а программное обеспечение имеет необходимый уровень информационной безопасности. Комплекс «Стань чемпионом» – инновационный подход к решению важнейших задач современного российского спорта. Так как же воспитать чемпиона и как узнать, к какому виду спорта предрасположен ребенок? Узнать это поможет инновационное спортивное тестирование «Стань чемпионом». Как его пройти, в чем преимущество его? И мы сегодня спросим у нашего гостя Светланы Мартюшовой, регионального администратора проекта «Стань чемпионом» в Омской области. Светлана, доброе утро. Доброе утро, Светлана. Ну, вот вы региональные представители из Омской области. Там проект уже реализуется. Расскажите немножко об этом проекте. Да, в Омске проект в Омской области реализуется уже 2 года. У нас протестировано около 3000 детей. Изначально проект работал в 8 регионах. Протестированы в целом десятки тысяч детей. Положительные отзывы от родителей. Тренеры очень довольны. Пока проект создавался, мы смогли даже перенаправить детей из одного вида спорта в другой, потому что у деток бывало такое, что не получалось, видно, что ребенок старается, хочет завоевать медали, 2-е, 3-е место. Но когда перенаправили, детки начали получать результаты сразу же просто. Здорово. Ну а как же работает эта система? Это программно-аппаратный комплекс. В течение тестирования ребенок проходит 4 этапа. Антропометрические измерения проводятся, функциональная диагностика организма, психофизиологическое исследование и спортивное тестирование. Снимается порядка 150 показателей, и система в автоматическом режиме, алгоритм сам выдает рекомендации. Помимо рекомендаций выдается также заключение с основными показателями тестов. То есть родители видят, насколько ребенок подготовлен к спорту, какая у него выносливость, как он выполняет спортивные тесты, какой у него тип нервной системы и так далее. Всего не опишешь. А сколько вот всего времени требуется, чтобы пройти около часа? Около часа. За 1 час индивидуально, да, один специалист занимается с одним ребенком. Да, и за час узнают все. Я думал, там несколько дней идет тестирование. Здорово. Ну, а вот многие родители, узнав об этой системе, сейчас захотят, чтобы их дети прошли этот тест. Куда им обращаться? Да, уважаемые родители, можно зайти на сайт sportchampions.ru. В любом браузере можете набрать «Стань чемпионом». Первая вкладка будет наша. Выбираете свой регион и записывайтесь на удобные для вас окна. Большая радость то, что в Якутии находится не один центр, а в Удачном, в Мирном, в Айхале и в самом Якутске находится 8 комплексов. Это уникальная у вас возможность протестировать огромное количество деток, то есть времени хватит на всех и возможности у вас очень большие.
Но сейчас существует большое разнообразие гемотестов, да, различных, которые тоже определяют предрасположенность. Да, мы говорим о генетике, тем или правильно я иным понимаю? видом спорта. Да, да. Но генетическая предрасположенность – это то, что ребенку заложено по генам, а мы не говорим еще об окружающей среде, в какой среде он воспитывается, какое у него питание. То есть генетика – это то, что заложено. Мы, кстати, пользовались генетикой для того, чтобы мы брали тесты у высококвалифицированных спортсменов, а также у деток и сравнивали для того, чтобы понять, насколько наше оборудование дает сколько процентов результата. Сейчас программа «Алгоритм» в уникальном состоянии, в таком, что программа не может ошибиться, вот именно учитывая функциональные способности ребенка, психофизиологические особенности, система выдает стопроцентное решение. Но мы не говорим о том, что нужно идти в конкретный вид спорта, который мы указываем. Мы говорим о том, что мы просто рекомендуем. Очень важно знать, что именно ребенок хочет чем заниматься, все-таки на этом лучше остановиться. Светлана, а в каком возрасте все-таки нужно проходить данный тест? Какой самый оптимальный Тестирование проводится возраст? от 5,5 до 12,5 лет. Здесь учитываются еще и федеральные стандарты, по которые внесены тоже в алгоритм. Поэтому раньше и позже, к сожалению, уже не получится. А вот бывали такие случаи, вот может быть в Омске у вас, где вот уже идет тестирование, ребенок после теста там, ну, грубо говоря, борцом, да, тест показал, что ему дорога в борьбу, а он говорит, а я баскетбол люблю и со слезами не хочет идти в борьбу, а родители, ты борец, ты чемпион будущий. Конечно, такие случаи были, но мы разговариваем с ребенком и с родителями, объясняем и родителям то, что я сейчас только что сказала, что все-таки нужно прислушиваться к мнению ребенка, это однозначно, потому что мы только рекомендуем. Интересно, а можно ли пройти данный тест взрослым? Это в планах на будущее у нас. Здорово. Может быть. Ну, а вообще родители, много обращений в Омске? Конечно, Да? ну вот 3000 протестированных за 2 года спросом большим пользуются. Не только от родителей обращения от тренеров, потому что комплекс позволяет не только определить виды спорта, но, как я сказала, еще выполняются и тесты физические, и функциональное состояние смотрятся. Поэтому к нам обращаются и спортивные школы, мы тестируем спортсменов, которые уже определились с видами спорта, для того, чтобы следить за их функциональным состоянием. То есть каждые полгода приходит ребенок, который уже занимается выбранным видом спорта, и мы смотрим, насколько у него улучшились показатели, и тренер индивидуально составляет тренировку уже в соответствии с этими показателями. Давайте еще раз напомним, да, как можно пройти тест. Куда обращаться? Я думаю, много. Расскажите еще раз нашим телезрителям. Можно позвонить также по номеру бесплатному 8 800 505 75 20. Это колл-центр, записаться через него, либо на сайте sportchampions.ru «Стань чемпионом». Родителю необходимо подготовить медицинскую справку, что ребенок здоров от педиатра, иметь на руках свидетельство о рождении и паспорт. Спасибо, Светлана. Спасибо, Светлана. Надеемся, что вот благодаря вашей этой тест-системе у нас в стране будет больше чемпионов. Да, действительно. Мы будем больше радоваться спортивным победам. И в нашем регионе будет больше чемпионов. Да, и в нашем регионе будет больше. Спасибо, Светлана. Спасибо. Плодотворного вам дня сегодня. Спасибо за участие в нашем эфире. Спасибо. Степа, ты часто болеешь ОРВИ? Было время часто, а потом я начал закаляться и перестал болеть совсем, практически. То есть ты закаливаешься? Да. Таким образом у тебя профилактика, да? Таким образом, каждое утро холодный душ, и заодно и просыпаешься сразу. Я пью витаминки чаще всего, и пока этого достаточно. Ну а еще, как не подхватить ОРВИ, посмотрите в нашем сюжете советы доктора. Доброе утро! Грипп – это острое сезонное вирусное заболевание. Попадая в слизистую оболочку верхних дыхательных путей, вирус попадает в эпителиальные клетки, попадает в кровь и вызывает инфекцию. Создаются условия для бактерий, вызывающих вторичную инфекцию. Это отит, пневмония, бронхит, может поражать сердце и суставы.
Единственным источником распространения является больной человек. Заражение гриппом происходит при кашле, чихании или тесном контакте с зараженным. В типичных случаях болезнь начинается внезапно. Повышается температура до 38-40 градусов, головные боли сильные, озноб, мышечные боли и боль в глазных яблоках. При первых симптомах необходимо обратиться к врачу. К профилактическим мероприятиям относятся физическая активность, рациональное питание, свежие овощи, фрукты, один раз в день употреблять мясо или рыбу и своевременный отдых. Самое эффективное средство в профилактике гриппа – это вакцинация. Она начинается осенью перед началом эпидемии. Неспецифическая профилактика ОРВИ и гриппа – это личная гигиена, ношение маски, промывание носа, тщательная уборка помещений и избегайте массового скопления людей. Помните, ваше здоровье в ваших руках. На этом наша программа подходит к концу. Желаем вам отличного настроения. Всего самого доброго.